Добрый день, приветствую вас на канале «Осторожно, вирус». И мы сегодня на Хустском замке. В общем-то, не верьте Google картам, потому что Google карты нас отвели так, что мне пришлось карабкаться в гору, причем в отвесную. А закарабкавшись в нее, я увидел, что сюда была дорога. Вот. В общем, это было очень весело. Приключение очень классное. Вы перед собой видите Хустский замок. Это маленькая только часть его. Вот, мы вам его полностью покажем. В действительности один из самых больших замков, которых я видел в жизни, с очень красивыми видами, со всех сторон видны горы, поселения. Это такой вид, который завораживает все вот в душе, так аж, я не знаю, раскрывается. Поэтому желаю вам приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, для того, чтобы мы дальше продолжали рубрику и видели, что она вам нравится. История наших братских народов, она в действительности удивительная. Хустский замок в закарпатском городе Хуст ведет свою историю с 1090 года, когда его строительство начал венгерский король Ласло I Святой с целью защиты региона от вторжения половцев. В результате многочисленных перестроек и трансформаций крепость стала настолько укрепленной, что ее не осмеливались штурмовать ни турки, ни татары, совершавшие набеги на регион. Хустский замок вошел в историю как легендарное место провозглашения независимости Трансильвании. Для строительства укрепленной крепости выбрали самое удачное место – 300-метровую вулканическую гору, возвышавшуюся над долиной. Эта гора имела весьма выгодное географическое положение. В 1 километре к югу от замковой горы проходило русло Тисы, важной торговой артерии региона и ее притоков, а в нескольких километрах к западу располагалось так называемые Хустские ворота. Это узкая теснина, которую пробила в горном кряже и постепенно размыла в древние времена Тиса. В итоге сформировался такой проход, в котором в одну точку сходились и речные, и сухопутные торговые маршруты, а с вершины замковой горы они были видны, как на ладони. В этом же районе сходились пути, ведущие со стороны Яблуневского и Вышковского перевалов через Карпаты. Ко всему прочему, в 50 километров от Хуста в районе Солотвина еще в первые века нашей эры добывали соль, а значит, с замковой горы можно было контролировать и соляные торговые пути. Хустский замок, как это часто бывает, положил начало возникновению одноименного города. Первое упоминание о Хусте, как о городе, возникшем вокруг замка, относится к 1329 году. Тогда венгерский король Карл Роберт присвоил ему и еще нескольким другим городам в районе статус королевских, с соответствующими привилегиями. Имея столь выгодное месторасположение, Хустский замок постоянно оказывался в центре борьбы за власть в регионе. Первую крепость, основанную в 1090 году, разрушили монголы во время своего вторжения в Венгрию в 1318 году. После крепость перестроили, укрепили и расположили в ней королевский гарнизон. В 1577 году замок еще больше укрепили, пристроив отдельные фортификационные сооружения. К замку запада от реки Хустец вела серпантинная дорога. На полдороге крепости, где на южной части горы начинался крутой склон, стоял сторожевой дом, руины которого заметны до сих пор. Из этого дома к замку вел подземный коридор.
При выходе во внешний замок были большие въездные ворота, которые защищало прямоугольные башни справа и слева. Эти сооружения соединял узкий коридор, который служил своеобразной ловушкой, так как в случае проникновения туда врага его можно было подвергнуть интенсивному обстрелу. Вдоль дороги, которая вела к воротам внутреннего замка, находились надворные жилые дома. Башня над въездными воротами была наиболее укрепленной с юго-запада, где замковая стена соединялась с домами внутреннего замка. Перед воротами внутреннего замка существовал глубокий ров шириной 8,5 метров, через который вел перекидной мост. Поднятый мост перекрыл проход между внешним и внутренним замком и закрыл собой въездные ворота во внутренний замок. Сразу же за воротами на южной стороне были размещены жилые и административные помещения, казармы и корчма. Над воротами с обеих сторон поднимались высокие килеподобные башни, которые защищали подступ к ним. В одной из них с северной стороны находился пороховой состав. Второй пороховой состав был расположен на северо-западной стороне замка. На стенах внутреннего замка были оборудованы площадки для орудий. Возле башни в скале был выкопан колодец, глубина которого достигала 160 метров. Он обеспечивал гарнизон водой в период осады. Внутренний замок, цитадель, мог защищаться и после взятия врагами внешнего замка. С восточной стороны внутренний замок завершался могучим бастионом и высокой килеподобной башней. Северную часть внутреннего замка обороняла квадратная сторожевая башня, обращенная к верховью реки. Зимние помещения владельцев замка и коменданта находились на втором этаже внутреннего замка возле сторожевой башни. Летние помещения находились на южной стороне замка. Они имели большие окна, из-за которых было видно реку Тису и дорогу, проходившую под замком. В южной части цитадели стояла башня, построенная в 1554 году по приказу австрийского императора Фердинанда I, и потому носила его имя. Верхняя часть башни служила арсеналом, средняя — часовней, а нижняя — пороховым складом. Подход к замку со стороны села Бронявы обороняла бубновая башня с просторным залом без окон. Здесь также находился пороховой склад. На втором этаже был светлый зам замковой часовни, а выше — склад с оружием. В северной части замка близ ворот стояли кирпичные здания со сводом и узкими окнами. Это были хлева и конюшни. Кухня и несколько комнат находились близ бубновой башни. В этой части замка была также казарма и кузница. Перед глубоким рвом стояла замковая пекарня. Возле нее протекал ручей, всегда полный свежей воды. Крутые склоны замковой горы сделали невозможным штурм замка одновременно со всех сторон. В 1594 году разграбившая Мармошский округ татарская орда не смогла взять Хустский замок. В 1660 году в край вторглись турецкое войско, и в Хусте укрепилась трансильванский князь Ярош Кемени при поддержке австрийцев. Хустская крепость была настолько укрепленной, что и турки не осмелились ее осаждать, прислав делегацию для переговоров. Позже, с 1677 года по 1687 год, замком владел Имри Текели, трансильванский князь, возглавивший антигабсбургское восстание венгров. Но из-за измены австрийские войска заняли твердыню. В 1703 году Хустским замком вновь завладели трансильванские князья, а именно Фрэнц II и Ракоци, собравший под своим предводительством внушительную армию, состоявшую из проживающих в Мармоше национальностей. Через 3 года, в 1706 году, в Хустский замок съехались представители трансильванского дворянства, была провозглашена независимость Трансильвании. К 1711 году основные силы Хустского замка были отведены в Кошице, поэтому его заняли австрийские войска. В 1717 году гарнизон твердыни совершил последний подвиг. В то время татары совершили свое последнее нападение на Закарпатье. 12-тысячная орда с огромной награбленной добычей и множеством невольников возвращалась в Крым. Не отважившись напасть на замок, татары прошли левым берегом Тисы. Но гарнизон Хустской твердыни совершил вылазку и вместе с представителями народного ополчения нанес татарам сокрушительное поражение, уничтожив в битве больше половины орды. Больше 7 тысяч невольников в результате этой битвы было освобождено. К 1749 году наместнический совет в Хусте постановил, что Хустский замок окончательно утратил свое стратегическое значение. В
1766 году разбушевавшаяся гроза нанесла твердыне урон, который положил начало ее разрушению. Молнии несколько раз ударили в различные строения крепости. В итоге начался пожар и взорвался пороховой склад. Взрыв мощной силы основательно повредил постройки Верхнего замка. После этого с каждым годом крепость продолжала разрушаться.